Ледоход не спешит ворваться на территорию Улуса. Сейчас он полностью проходит по территории соседнего Алекминского района. До границы Хангаласского Улуса ему нужно преодолеть более 100 километров. В это же время у населенных пунктов отмечены местные подвижки льда. В принципе, лед очень толстый, да, в этом году, но все равно у нас разводе везде же, по берегу, да, по всему району. А сейчас подвижки местные пошли, это и сеть, Каталжира, и Титары. Изо дня в день количество людей, прогуливающихся по набережной Покровска и пристально наблюдающих за рекой, становится все больше. Приезжают даже из города Якутска и других районов республики. Вот парень Покровский сказал, что сегодня будет. Сегодня будет? Да. Но я что-то сомневаюсь. А как вы думаете, когда он этот ледоход? Скорее всего, не сегодня, числа 20, наверное. Числа 20-го? А вы сами жители Улуса? Нет, я вот пришел показать ему Покровск с Якутском. А вы с Якутска приехали? Специально посмотреть или по делам просто? Посмотри, он с Соленика, с севера. О, да, даже? Там еще на Буране ездит. Реку Лену не каждый день видите, получается. А для особо азартных угадывальщиков организовали акцию. Под постом в одной из социальных сетей нужно было написать свой прогноз, дату и время, когда ледоход дойдет до города Покровска. Правильно угадавшему приз – сертификат на 3000 рублей. На сегодняшний день набралось 118 вариантов. Большая половина уже не актуальна в связи с задержкой ледохода. Были, значит, даже с 10 мая варианты прогнозов. Но на сегодняшний день уже, в общем, народ уже понял, что даты эти уже, оказывается, были ранние. Пошли и 20 числа, 23 числа, были и 19 числа. Поэтому, возможно, мы, если даже не будет точного варианта, да, но мы пойдем, наверное, навстречу и определим, ну, более тот, кто был ближе. Надеемся, что имя победителя данной акции станет известно в скором времени. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус.